Так, подожди, Илюха, сейчас вылезу. Моторчик, ладно, стоит. Пускай будет в воде. Ну что, кто тут живет? Кто тут живет? Так, ребят, ну что, всем привет. Очередные будни на Лимне, наверное. Сегодня, смотрите, ребят, кто со мной. Фраерок приехал с Кавказа. Ну-ка, Илюх, скажи всем салам алейкум. Отдыхал на Кавказе, многие писали, где Илюха. Балдел, короче, семьей ездил. В общем, ребят, осень, погода сегодня вообще не радует. Просто мы сейчас пока поднимались, в 3 раза попали. Пока качались, 3 раза попали. Все сырущие. В общем, ребят, сегодня поднялись на заветные точки свои. Так получилось, что Yamaha 2 320 опять выручает. Я с поселка не могу, ребят, подняться. Получается, перекаты не дают. Но мы ход конем сделали, короче, Илюху загрузили. Приехали, все это дело обогнули на машине. И вот решили подняться. Надо проверять, ребят, точки, время уже идет. В общем, всем знакомое место, ребят, скала. Так я ее называю почему-то. Хотя это просто обрыв, метров 7. Сегодня по налиму, да, Илюх? Конкретно налим, ну взяли все, фидеры тоже взяли, маломайские. Воды нету, ну сейчас с этими дождями, ребят, я думаю, все будет повеселее. Кучу вещей, 320 бедолага вся загруженная, плюс мы, 2 кабанчика. Ладно, посмотреть будем. Короче, вот это наша точка будет. Раскидаемся как-нибудь, сейчас что-нибудь будем придумывать. Благо и стол, молодцы, ребята, что не жгете, выручает иной раз. Какую-то палаточку там поставим, костровище. Ну, вот, он тучи, ребят, он ходит, вот. Пятаки такие выходят и сразу же просто он нагнетает, смотрите, ребят. Опять сейчас ливанет. Короче, всю ночь, весь день вроде как дождь. А мы, короче, решили ехать, несмотря на это все это дело. Вроде не сахарные, нормально. Да, вот здесь, ребята, и побалдеем. Палаточку какую-то сюда поставим. Лагерь сделаем, дровишек попилим. Ну, стол можно поднять будет, да, или хрючой. Короче, разберемся. Время у нас еще позволяет. Специально пораньше добрали. Стол зачем поднимать? Нам же тут нормально будет. Ну, короче, час времени. Короче, 5 часов, в принципе, можно вообще заниматься дровами, делами. Всяко разно. Да, сейчас разгрузимся, что, маломайский сюда, что подымем. Сразу палаточку, все вещи какие-то туда. Нормально, заживем. Ладно, поднялись. Все четко. Давно здесь не был, ребят. Все лето здесь не был. Ё-моё, блин. Так соскучился прям по этим местам. Ну, это первая точка, ближайшая. Будем с нее начинать проверять. Ну, а дальше будет видно. Смотрите, опять попер дождь. Зараза. Все опять заливает. Не знаю, буду как снимать, что-нибудь постараюсь, ребят. Так что если капли на экране, не обессудьте.
тучи опять идут. Опа. Домик поставим сейчас, чтобы было все шики-шики. Туда ставишь? Да, вон такие травки поставим. Нормально. Вот все. Так, сразу полики. Чтоб трава вот эта всякая сырая не мешала. Вот так вот. Так, ребят, обязательно утяжки. Сейчас я ставлю всегда их. Неважно, холодно там или жарко, то куда я на рыбалку. Ломанет и все, унесет все это дело. Утяжки уже здесь, ребят, в кармане у меня. Вот так вот. Раз, и все готово. Ничего не мешает. Постоянно не надо привязывать. Раз колышек. Так. Спальничек. Ковричек. Он как губка. Мягкий, вкусный. Что-то у нас такой холодец куриный. Понял, Илюх? Холодец куриный. Банку взрывай, мамкину. Свежачок, но нам на зиму будем ходить, кушать. Ну что, Ну, давай. по 5 капель Да. за прибытие? Да. Давай, будем. Сразу дровишки. Ночная рыбалка, ребят, без дров. Но налима никуда, в любом случае. Сходим, посмотрим. Ну, в этом году не было наводнения такого плотного. Обычно вот сюда тянет какую-то сосну, какой-нибудь там березняк, ну, мытый. Потом на всю сезон хватает, но, блин, в этом году не было. Новую цепочку поставили. Давно уже хотел поменять, вот. Как раз проезжали, думаю, надо купить. Сейчас что-нибудь потеряем. Площадку обычно, ребят, замывает. Тут как раз идет берег, круто. И сюда все тащит. Ну, смотрите, ничего нету. Все перетаскали. Все попалили. Сухие вот эти, ивник стоит. Так, немножко накромсовали. Пару пеньков, чтобы сидеть. Ну так, без стульев поехали. Опачки.
хватит нам на ночь на туре. Пару пеньков еще покрупнее взяли. Это сидеть. Сюда ты даже не этот. Не рассматривается. Все, нам нормально хватит на ночь, ребят. И опять дучка. Опять дождь, зараза. Так, ладно. Время 3 часа, ребята. Достанем прикормочка у меня здесь. Пару пачек. А даже 3 пачки есть. Ага, крючочки свои любимые взял. Туда их надо, в сумочку. Короче, кормушечки. Все шикарно. Ну что, за монтаж? Давай. Будем наш. По сезону ребята спрашивали, блин, сейчас надо, я выкинул КДФ на ребята, вот крючочки, 7 номер. Вот они заходили по лещу. Судака доставали, с Илюхом мы 2 штук доставали, прямо на фидер. Щука попадалась, ну в общем, ничего, нормал. Ну и лесочка, флюорокарбон, 18. Илюха новый шнур, кайдовский, кстати, мотает. Кайдовский, да, 0,3. 34 килограмма, нифига себе. Собрался парень рыбу ловить. Нормально. Ну сейчас что-то так сидим. Время есть, готовимся, немножко подвязываемся, что-то перевязываемся, приготавливаем все дело. Подпаливаем. Вот, ребят, в принципе, наш мусор, блин, который мы сами с собой привезли. Ну, ты можешь сжечь, правильно. Все, четко. Сколько уже до ночи надо ставить? Да, мы потихоньку А что начнем. такое? Шоколад тоже? Тоже шоколад, да? Ну, Это уже можно месить Держи. вставать. держи. Сейчас замесимся. Готов. Теперь только можно болванчики добавлять. Сыры вот эти всякие разные. И все. Отлично. Так, братцы, ну что, вторая чуть поближе. Не особо долго. Не знаю, там такие валуны, блин, вообще лютые. Охренеть, я не думал, что так. Ох, блин, метров 5 на 6. Отлично. Ну все, ребятки, сейчас с фидерами разобрались. Блин, вообще такие далекие бровки. Я не знаю, я нашел вообще далеко. По тем берегам, Илюха, понял. Да. Вообще там, ну там камни, ребята, классные камни. Бам, такие вообще бровки, четкие вообще. Не знаю, сотки кормушки держат, вообще классно. В целом все нормально. Илюха тут начинает место баламутить, все закидывать. Сейчас, в принципе, тут все донками закинет. А я пойду уже туда, ребята, вниз, в низовье. Ну все, время пришло, братцы. Вечерок, конечно, ну, блин, дует, задувает. У нас все хорошо, ребят, здесь костерочек. Фидерки поставили. Ладно, что, Илюха по яме будет биться, а я вдаль пойду, на меляк. Короче, как обычно, Андрюхе придется походить. Ну ничего, нормально все. Все. Первого полетела. Раз.
такой мысок, ребята. В принципе, нормально. Опа. Отлично. А вот и осень золотая. Матушка пришла. Холодно уже, ребят, на самом деле. Ну, вот третья закидушка. Как-то тут расставился. Ну, пришлось, короче, меляки, ребят, брать. Очень мелко. Под яму кидаю. Ну, там глубоко, да, хорошо. Ну, как-то так. Так, ребята, я ждал эту рыбалку, блин. И охренеть просто. Так ждал и дождался все-таки. Ну вот, все, закидушки я поставил. Начинаю с донышек. Ну все, ребят, что получилось так. 3 закидушки. Раз, 2, 3, 4 донки. И все, Илюха тут поджал уже получается. Ну, если бы не фидеры, конечно, все побольше получилось. Но факт в том, что вот Илюха уже здесь. Вот на экране болванчик. Все уже плохо видно. Надо фонари доставать. Кушать готовить. Ну и в общем вообще. Так, все. Илюха, здорово. Как дела, брат? А что тут делать? Почему без колокольчика стоит? Опа. Вот так вот сюда, ребят, вешаю. Над кухней. Вообще над нашим лагерем. И все, будет огонь. Вот такой косячек, ребят, у нас. Опа. Сюда так баллончики ложим. И все. Путем. Отлично. Че, Люк, сегодня на ужин? Что будем делать? Картохи нам, наверное, накидал уже нормально. Почистил уже, все приготовил, да? Что будем делать? Делаем печень. Сметане. С печень, как называется она? Бефстроганов, Бефстроганов, да? Ой, О, давно не делали, слышишь? Да. Это, кстати, у нас постоянно, по осени, ребят, постоянно такую тему делаем. Под закуску. Классная штука. Все, достаю котелки, короче. Все, погнали. Вода уже остыла. Вода уже такая. Жгет. Все, ребята, и бесстрашные ночи. Осенние они начались. Самое, знаете, что приятно, то, что со мной куришь. Он в деле. Он за пультом, короче, за своим. А еще самое главное, то, что мне еще вдвойне приятно, то, что только это все начинается. Это еще у нас месяц где-то впереди. Для этих рыбалок будет вообще вот так тьма. И будем по 2-3 дня так оставаться, ребята. Вообще здоровенный. Подвесили там, ребята, этот мой дорожный дождевик, короче, он так напоминает какого-то там ДПСника, еще рукой машет, блин. Илюха говорит, постоянно говорит, кто-то кого-то останавливает. Я как голову не поверну, все, мне человек идет, блядь. Да. Все четко. Четверка. Давайте. Ну что ты, брат, рассказывай. Что рассказывать? Что за бугром было? Что не хватало? За бугром? Коми республики не хватало. Я тебе говорю. Это вообще. Коми это сила, коми это жизнь. Это вообще. Я чуть с ума не сошел. Из Коми республики, я тебе отвечаю. Ну, там есть люди, слышь, которые зовут, приглашают в гости.
Ну, базара нет. Я, короче, на рынок зашли мы. Был такой разговор, короче. Я скажу так, что там, короче, арбузы 25 рублей килограмм, когда у нас на сегодняшний день 13 рублей килограмм. Там арбуз 25. Я говорю, почему такая цена у вас? Так это, говорит, настоящий арбуз. Я говорю, в смысле настоящий? Я говорю, ну вот я говорю, ты, говорю, даже знать не знаешь откуда. Я говорю, как и ты мне говоришь за настоящий арбуз. Он мне говорит, ну, я, говорит, предполагаю откуда-то. Я говорю, откуда ты вообще, как ты можешь предполагать? Я, говорит, тебе скажу, что ты, говорит, откуда с севера. Я говорю, почему? Потому что харя, говорит, у тебя отъеденная. Я говорю, ну понял, что? Ну, я говорю, я с Сыктывкара. О, я там был, говорит, 13 лет жил. Понял? 13 лет жил. Я говорю, ну и почему тут, говорю, вот цена арбуза у тебя вот такая? Он говорит, ну потому что тут настоящий арбуз, а у вас, говорит, везут все фуфло, говорит, с Турции, еще откуда-то, говорит. Там у вас, говорит, нет нормальных арбузов. Вы, говорит, не надейтесь на то, что, говорит, ты сегодня его съешь, говорит, а завтра дрестать будешь целый день. Вот и все, говорит. А тут, говорит, я тебе за свой арбуз ручаюсь. Если, говорит, ты завтра будешь дрестать, ты приходи, говорит, ко мне и, говорит, можешь, говорит, прям вот, ну, как он сказал, опорожниться прямо здесь, говорит, да, на прилавке. То есть я, говорит, отвечаю за него, говорит, за свой товар. Понятно. Вот, а так там жизнь вообще кипит. Кавказ это сила, я тебе скажу. И ни в коем случае не бойтесь ехать на Кавказ. Знаешь, вот первоначально было мнение, как будто бы страшно, знаешь, все-таки там, ну, понимаешь, то есть, ну, страшно, опасно. Нифига там нет опасного, добрейшие люди вообще. Все, огонь, даже те же самые таксисты, они, блин, они тебя готовы на руках носить, посадить, и даже за моими детьми они сами детей сажают, сами еще туда-сюда, короче, вообще без проблем. Понял. О, Илюх, пошла сметанка, да? Конечно. Вот это самый главный. Никак. Да полностью, Илюх, бодяж. Полностью сделал? Конечно, конечно. Ты Туда- не будешь с утра там завтракать? Туда, Илюх, полностью. Просто полностью обычно. Она такая жиденькая какая-то. Все. Пом. Кипятим новую. Ну, Андрей Викторович, хочу поднять эту рюмашку за тебя, за то, что ты есть вообще в моей жизни. Позитивный, активный чувак, который, скажи, можно сказать, из-за которого я вообще живу вот такой жизнью. Что, ну, блядь, клево мне. Мне с тобой приятно находиться вообще. Будет дальше еще приятнее, О, брат. я тебе говорю. С кем бы я не ездил на рыбалку, такого кайфа я ниоткуда не получал. Я тебе реально говорю. Так выпьем за тебя, чтобы был ты здоров. Давай, за тебя тоже. Давай. Взаимно, Мы друг. сейчас пьем за тебя, Ладно. а потом мы будем пить за меня. Ну давай, взаимно. Да, сейчас Взаимно, пьем за друг. тебя. Давай. Взаимно, друг. Давай, брат. Давай. Ну вот как-то так, ребята. Илюха тут картохи наварил. Печенюхи наварил. Блин, сейчас будем кушать, вообще рубать. Картоха такая, картоха рубая. Салатик. Картоха всякая разная, да. Вообще нормально. Все, будем рубать. О, ребятки, смотрите, что Илюха забодяжил. Печенюху. Огонь. Фонарь, конечно, у тебя лютый, блин. Всем фонарям фонарь. Ну что, братцы, все. 8, начало 9, погнали. Проверочки, все. Блин, я так далеко, ребят, раскинулся, то что, блин, ну мне придется ходить. Окуни, ребята, с вечера. Ну так и сказал, что окуни будет. Заботьте, да, Илюх? О, брат, смотри, первый. Ага. Смотри, какой глист. Местный. Он еще и заглотил, наверное. Да еще все съел, блин, а? Зараза, ты че?
Не знаю, сейчас попробуем. Эх, вы... Все, кровушка. Не знаю, Нет? тоже в шоке, наверное, будет. Я, походу, тоже слышал. Здесь что-то, ребята. Хорошее причем. Да, здесь, ребят, налим. На милях. Ух! Вышли, ребят, хулиганы. Вышли хулиганы. Вот они, хулиганчики. Нормально налим, ребята. Сам. Вот он. Вот он, злодюга. Песчаник. Песчаник, ребята. Вот наш уже. Все, добряк. Ну вот, ребята, есть первенький. Точнее, даже второй сезона. Первое ловил уже, да. Было дело, полечу. Отлично. Маленький наливчик и, короче, вот это только только проверил. Пошел дальше, короче. Это я понял. Бубам, бабам. Вот это сейчас хороший. Грамм 600. Надо его, братан, пожарить по-любому. О, чаек, да? Тут и чай получился. Шикарно. Щербачай, ёпта. Щербачай. Щербачай, да. Щербачай. Ну, давай, заливай. Так, ребятки, ну что, очередная проверочка. Проход. Ну как проверочка, проход просто. Пройдемся сейчас по дуночкам, посмотрим. Очень далеко у меня стоит, и я прям не слышу. Вот Илюха начал проверяться тоже. Так. Ну что, дуночка перепроверена. Давай, кормильница, лови. Опа. Опа. Отлично. Ну не. Нету? Нету. Точно? Показалось, да. Не. А? Изначально кого-то так что-то было. Ну, может, кто-то был. Кто-то съебал. Не. А, лещ. Есть. Лещ. Нихуя. Лещ. На червяка? Да, на червяка. Ну, вроде. Лещок, ребята. Лещочек. Опа. Кстати, Илюха тоже, говорит, поймал. Да, Илюх? Поймал тоже налима. О, вообще хорош, смотри. О, братцы, смотрите, Илюх поймал. Красава. Вообще добрый. Добро. Проверочки неплохие. Да, у Илюхи-то вообще хорошенький уже. Вон, ребят, первый налим-то осенний. Отлично. Ну все, Илюх, поздравляю с первым налимом. Ну вот, ребят, вроде дрова были дровами, а тут осталось-то уже ни о чем. Во время всего ночь только настала. Вот так вот. Так, ребят, ну что, доброй ночи. Ну, время реально доброй ночи. Ну, у нас на самом деле. Вот это все по-разному. Ну да. 12, да? Да, 12 часов. В целом, ну что, у нас время-то идет классно, все четко. В принципе, ребят, ну на самом деле дождя нету, самое главное, да, Илюх? Согласись, сейчас все мокрило. Круто, да. Да. Звезды, смотри. Все прям пояснило, ребят, ну все классно. Заморозка особо нету. Нормально так пойдет.
Ну так, ну чувствуется где-то градусов 3, 4, 5, 6. Непонятно, но нет заморозка вообще никак. Нормально вообще. Илюха сейчас дерганул на килограмм. Вообще молодец. И мы, короче, хотим еще пожарить налима. У нас традиция, ребят, по-любому. Если мы эту не сделаем традицию, мы не будем ловить его на осень. Нам по-любому надо взять потроснуть и как бы пожарить налима по-любому. Налима свежий, Илюха. Ну что, братик? Песня? Ребят, смотрите, свежепойманный налим. Традиции не изменяем вообще. Неважно, поймаемся, не поймаем, но факт в том, что мы его поймали, мы его будем кушать. 100%. Но без этого не поймаем следующих, правильно? Да. А вот без этой традиции, ребят, никогда не поймаем следующих, точно. Блин, там вообще Я не знаю, ребят. Кто не налима, тут не поймет 100%. Даже объяснять не буду. Обычно объяснял, там что-то доказывал. Ничего такого, ребят, не будет. Костей нету. Просто белое мясо. Он очень просто, ребят, нежный, вкусный. Это не сом. Это не сом и не судак. Сразу могу сказать. Это налим, ребята. Это налим речной треска. Твое здоровье, брат. Давай. Так, братцы, ну что, ночь. 12 часов. Идем на проверочку. Хорошая рыба. А кто такой-то? Тут и есть-то, брат. Ух ты. Это налим, ребята. Здоровый налим. Вот он, братцы. Тихо, 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 братик. Тихо. Фух. А вот он, братцы. Первый сезона. Взял все-таки бонуса. Ну да, тут полторашка, двушка. Ближе к этому. Никодимище, да? Есть. Есть, ребятки, Никодимчик. О, ух, слышишь? Бодается, слышишь? Да. Бодается. Хорошо. Блин, а чё, ушел? А чё, ушел? Да, ушел. Ушел, блин. Тут был. Ёк-макарёк. Илюха, было что-то? А тут был, вон на этом крючке видно было. Он и замотанный. Ё-моё. Что-то было, блин. Хорошая рыба была, ребята. Бля. Вот так вот. Яма какая-то. Так не ложит. Угу. Это яма, блин. Получилось. Да ладно, разберемся сейчас, что. Что тут у нас? Провисло все что-то. Никого нету, никого.
вообще крючок оторван, ребята. Представляете? Охренеть, походу на лемяха сидел. Ставили же на червя. Густерочка, ребят. Сидит, смотрите. Можно было на живца запустить. Но мы ничего такого не взяли. Так что нормально. Будет отдых. Пойдет домой. Ребят, ну вот эту капитально снесло. Хорошо, я тут ставил такой на островок ее. Сейчас в воде получилась она. Она, ребята, у меня стала по ощущениям, что рыбы нету. Хотя рыба была здесь. Явно. А может и есть что-то. Нет, что-то есть, ребят, походу. Ага. Катушка, кстати, 6000-я. Нет, кто-то идет, ребят. Идет Леха. Причем неплохенький. А, ту зацепила еще. Ёк-макарёк. Сейчас уйдет, блин. Таким макаром. Ну, какой дерзкий. Опа! Лещи, ребята. Поклевывают. О, отличный. Я говорю, кто тут был. Сразу видно по леске. Просто как сидит. Долго сидит. Хорошие крючки, значит. Но я к сезону поменял все на поводках. Нормально. Садочек его. Тогда лизанул ее. Вообще, так он сидел на крючке, смотри. Нифига. Запутала. Да, это наливно сосасывал. Ну да, без зубов. Щука бы была, там цапнула хорошо. Да он и на крючке был, понял, Илюха? Ушел. Да, ушел вон. Скрутку, видишь? Тоже мяско хочет, брат. Ладно, мы сейчас во второй день останемся, мы сейчас тебе придумаем. Что-нибудь, вкусняшки какой-нибудь. Нарезочки какой-нибудь сделаем. Что-то пока гуляем, у Илюхи поклевка на фидер. Блин, он же еще правой рукой тащит меня. Вот я вообще не могу правой рукой тащить. Вообще никак. Окунь у Илюхи попался на фидер. Ну что, ребята, доброе утро. Утренняя быстренькая проверка. Прошли по доночкам, по фидерам. Ну, у Илюхи, короче, лещик. У меня такой более-менее на закидушку. Был сход, видать, на живца. Прям отлично. И так по мелочи. Густерка там, окунь. Налима, ребят, не было. Значит, все нормально. Значит, мы 2 часа ночи легли спать. Все было хорошо. Вчера хорошо посидели, отдохнули. Ну и, в общем, решили остаться на вторую ночь. Ну, а что, правильно, что. Дождя сегодня вроде не обещалось, так что денек пройдет успешно. Пожарим рыбки, да, Илюх? Что-нибудь приготовим. Да и так, в целом, побалдеем. Огонь. Грамм 750, наверное. Так, ребят, ну что, у нас такие процедуры. Там у нас дров нету относительно. В тайге дров нету. Приплыли на косу такую. Здесь, вон, смотрите, ребят, какие дрова классные. И тут кто-то пилил. Мы когда проплывали, это все видели. Сейчас, Илюха, возьмем баллон, вот этот, да, Илюх? И
Короче, ребят, подтащим. Притащим все дров. Вот этого нам вообще хватит по красоте. Нормально, 4 метра. Я даже поднять не могу, блин. У меня еще комоль тут, блин. Илюх! Илюха кабан, блин. Взял, блин. Такая тяжелая, блин. Плотная. Сейчас мы его подтащим. О. Илюх? Дальше воду кидаем. Да воду-то обрызгает. Кидай воду. Давай, раз, два, три. Ты отсюда не возьмешь. Да перекатим, перекатим. Фух. Сумасшедший, блин, парень. Ух. Тяжелая, блин. Все. Хорошо, карабин есть, да? О, отлично. Так, лодку подтаскиваю сейчас. Все. Пошел трелевочек, ребята. Пошла, родная. Ямаха-двоечка, ребята, работает. Ну что, братцы, день добрый. Все, дела мы сделали. Сейчас просто занимаемся делами. Относительно донки, ребят, поклевывают. И сейчас, пока дрова пилили, Илюха, ребят, достал 2 езей. Представляете? Я вообще в ахере. Такие ези там, ребят, по 1,5 килограмма, наверное, конь. Короче, клюет окунь, ребята, клюет плотва. Вообще нормально. Илюха, на какие донки поймал езя? А? На какие донки поймал? На какие? Да. На те 2, ребят, сразу. 2 дуплета. Пока, короче, дровами тут занимался, жужжал. Таскали что-то немножко. Короче, Илюха достал. Короче, мы пока ездили за дровами, ребят, выходил язь. Круто, круто. Ну это осень. Это уже помельче выход с ямы. Мне кажется, там и въебал. Ну да, да. Относительно. Сейчас покажу, ребята. Ну, в общем, что мы сейчас? Илюха посуду моет. Прибираемся на лагере. Дровишки колем. Заготавливаем. Все как обычно. Ходят такие тучки, мокрят нас обычно, как обычно. Помокрит, успокоится. Но сегодня так, вроде более так относительно чистое небо. Папунеров покажи. Нормально. Вот такие столбы, ребят, мы завезли. Распилили сразу здесь, потому что, ну, не поднять. Вообще очень тяжелое бревно, не знаю, у Илюхи дури до хрена, короче, я вообще не вывозил. Иди-ка тащи. Метров 6, короче, бревнище. Нормально вытащили. Вот этих дров, ребят, вот так достаточно нам будет. Ну все, здорово, что. Сейчас будем готовить рыбу, жарить, чай варить. Короче, все нормально, все по плану. Сейчас покажу, ребят, новиночку, какую приобрел. В целом, новый ножик, ребята, у меня. Ну что, Илья Владимирович, со второй день. Да? Как обычно. Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Я опять тебя ревную. На чили, как там поется? Да-да. Как там поется? На расслабоне. Да, на чили, на расслабоне. Ну да. Хорошие дрова, ребята. Конечно. Смолячок, смотрите. Вообще кайфовый дров. Вот это кайфовый дров, конечно. Они гореть будут, блин. А не то, что вчера. Ну вчера, да, такие лиственные деревья были сухие. А вот это уже смолистые. Все. Вот это четко. В общем, что у нас? Немножко рыбки на сегодня. Вчерашние налимы. Яськи. А вот, ребята, вот он попался. Смотрите, ребят, как улапать. Походу шли стаи и попались. Вот эти донки крайненько расстрельнули. Ладно, ребят, хочу показать новый ножичек. Вот пришел в таком пакетике. Сейчас как раз попробую по нем с ним прям рыбку и почистить.
Наверное, возьму окуня, возьму плотва крупная есть там у нас одна. Возьму леща. Ну, такую вот. Налимом вчера жарили. Вот они, ребят, колбаски-то лежат. Налимики вчерашние. Ну, в общем, сейчас и пожарим. Так, братцы, ну что, вот такая новая моделька у меня в Русбере от компании. Заказал себе, ребят, такой ножик. Смотрите, такая, ребят, игрушечка. Паспорт. Все как полагается. Самое, что удивило, то, что стоят в сообществе. Общество охотников и рыбаков. Все, ребят, тест-драйвы. Этот нож вообще проверялся прям. Реально, тут испытания были у него. Все как бы есть. Ну, в целом, что, не буду сейчас много объясняться по ножу. Паспорт, нож, Енисей, ребята. Шикарно, шикарно. Быстро все дошло. Не знаю. Сейчас давайте, ребят, посмотрим. Смотрите. Такие ножны. Телячья шкура. Вот такой переходничок. Блин, мне вот, ребят, вот именно нравится, когда вот именно она стоит жестко или когда она плавает. Это очень удобно. Наклонился где-то, бам-бам. Это все как бы ходит. Вот такие ножны четкие. Вот так шикарно все выглядит. В целом, ребят, по ножу. Вот такой клиночек. Шнурок. Здесь их гравировочка стоит. Классно, ребята. Смотрите, такой аппарат. Это реально рабочий аппарат. Вот их клеймо. АУС 8. Не знаю. Написал как бы им и вот связался с ними. Заниматься ножами. Такой вообще, ребята, спуск классный. Поставили, надо посмотреть было. Я говорю, я вот только забрал, ребята, его. Буквально вот вам сейчас показываю, прямо на рыбалочке. Крутой аппарат, ребята, смотрите. Вот такой работяга. Работяга нож. В целом, как бы хочу сейчас рыбки почистить, приготовить. Ну, спуск прям, ребят, смотрите, такой идеальный прям. Круто, очень острый. Давайте мы сейчас попробуем почистить рыбки. Взял на ужин, на обед точнее, пару окуней, лещишку. Пожарим с Илюхой. Илюха там убирается по кухне, картоху чистит. Жарить будем. Вот такой лещок. Вот этим ножиком, ребят, попробуем почистить. Ну что, все шикарно, что? Хороший аппарат, ребят. Ну, рукоятка такая прорезиненная. Рабочий. Про, кстати, розыгрыш я и не забыл. Будем разыгрывать, ребят, финочку. Не финочку, а якута. Все называю финочкой. Якута будем разыгрывать, ребята, в любом случае. Так что следите за новостями. Хочу разыграть хороший нож, ребята. Ну, ножи я люблю, я очень люблю ножи. Ну, крутой аппарат, ребят. Прям рабочий. Живем на рыбалке, готовим рыбу, а так и надо. Я думаю, в целом каждый поддерживает то, что вчера жарили налима, сегодня будем жарить леща и окуня. Ну что, трудяга, ребят, ничего не скажешь. Работяга, вот ничего лишнего, без всяких вот этих там лишних телодвижений. Классный спуск, очень острый, шикарный ножик, ребята. Вот еще раз показываю, смотрите, такой спуск.
Сейчас сильно там не буду рассказывать о нем. Прям что. Ссылочку, ребята, оставляю в описании. Просто зайдите и почитайте нормально. Помимо таких ножей, ребята, кучу ножей ребята делают. Вообще куча. Вообще куча. Нож Енисей от Русберга. Вот он, красавец. Так, ребят, ну что у нас, обед? Или ужин уже, Илюх? Непонятно. Илюха картохи нажарил. Уже остыло, конечно. Ну вот, рыбка наша. Пару окуней. Лещ. На то, что мы сегодня способны. У нас ничего нету, ничего не осталось. Да мы и так уезжали там в одного. Хлебушек есть, и то нормально. Да, выживем, с голоду не пропадем. Да, конечно. Хлебушек. Зубка. Ну ладно, чё. Время 5. Ставим будильник на 7, да, Илюх? Да, часиков 7. Встанем и попрем. Так, ребят, вот что мы решили немножко отдохнуть просто. Даже не поспать, а так отдохнуть. Ну и дождь пошел, чё, реально. Ждем Налима. Второй день. Относительно 5 часов. На 7 поставлю будильник. Ну, по-любому уснем, наверное. Дреманем. А дождь пошел. Опа. Ну что, Налимы, вы готовы? А мы-то готовы по-любому. Что, ребятки, добрый вечер. Хотел сказать доброе утро, как обычно. Потому что просыпаюсь постоянно доброе утро, а тут добрый вечер. Хорошо, мы с Илюхой правильно все распланировали. Легли спать. Сразу в дождь, да, Илюх пошел. Вообще сразу же махом. Прошел дождик такой неплохой. Мы что-то кимарнули. Ну и все, ребята, 7 часов вечера, смотрите, уже какая темнота. Сегодня ясно, сегодня другая погода вообще. Холодно. Ну, пока просто, наверное, мы только проснулись из-за этого. Сейчас расходимся нормально. В общем, сегодня звезды. Будем смотреть на звездное небо. Дрова, ребята, у нас есть. Все шикарно. Сейчас распалим костерочек. Горячий чай. Нормально. И начнем все донышки, ребят, ставить. Ну, донышки стоят просто, относительно, они без червей по-любому. Вот. Ну, сегодня все спокойно, ребят, сегодня другая погода. Посмотрим по погоде, как будет вообще, ну, дистанция другая будет, какая-то разница. Что-то будет чувствоваться, нет. Ну, а так, хороший вечерок, морозный добрый вечерок. Хороший. Сейчас около 2, наверное, градусов, ребята, а то и 3. Где-то вот в этом районе по-любому. Ладно, все, погнали.
Погнали. Так, ну что, хлопцы, да, сегодня прохладно. Фонарик на зарядочке стоит. Есть у меня еще, ребятки, 2 пачки дендробена. Вот они, резервные, 50 червей. Дендробенчик. Потому что с червями тоже не важно у нас уже. О, поставим. Высыпем в коробочку. Нормально. Ну тут штук 100. Ну нам что хватит. Дендробенчика. Землю не будем сыпать. Все равно высыпем. Дендробена, да? Дендробена. Плотный червь, классный червь, конечно. Ну, дорогой, зараза, блин. Долго живет, да? Ну, живет. Не знаю, как все живем. Относительно того, что он плотный, очень классный. Он, ну, крепкий вообще. По подонкам самый вообще классный червь. У нас мы такие жили. Вообще бы классно. Они же искусственные, наверное, да? Ну, это, наверное, да, искусственно, скорее всего. Ну, он вообще реально, смотри, пофигу ему, да? Да, он плотный очень. Его не, Жири какой. ты не переломаешь его. Нифига, он живчик еще такой. Так, решили коллективно, ребят, быстро справиться с Илюхой. Опа! Грязь, кстати, так не проверялись, конечно, сколько времени. Грязь, ребята, плывет. Лист, грязь. Вот. Ну все, насаживаемся. Сейчас пройдем полностью проход весь. Мои Илюхины. И уже будем ожидать Никодима. Червя, говорю еще раз, у нас притык, блин. Сегодня похолодало, да может попрет. Ну да. Кстати, еще по поводу червя. Ребят, не пишите то, что там клюет у нас. Там на всякие ракушки, на лягушки. Да, мы тоже пробовали, на живца ставили. Ну, кстати, видели живца, да, вот это вот реально налим пососал утром. Ну, в донку его не забросить, живца. Он слетает. То бишь, я пробовал кидать, тяжело надо. Так вот, самая пища его на это вон. Вот такой шмат червя. Вон бробены, две толстые такие. Да не Б, а Д. Дендробена, Да. Ну вот, ребята, доночки до сих пор окуня Опять все перевязалось. тащат. До сих пор окуня достают. Тихо, брат. О. Хороший горбачок, что, для наших мерок. Нормально, окунь съедобный. Вот таких берем. Как орехи, ребята. Херачит, блин. Час прошел, пока мы все перезакинули. Много поводков вообще переключенных. Короче, поменялись, получается у нас что-то подлещик небольшой. Но это днем, хрен знает когда. Окунь у Илюхи тут на яме. Ну понятно, тут в яме, в яме окунь. Днем 2 язя. Ну днем да, я показывал уже пацанам. В общем, все, час прошел, пока мы все перезабросили, перезакинули. Поменяли крючки, поводки, да, Илюх? Все перевязались. Классно. Дровишки, ребят. Ну вот эти дрова таежные. Вот это, я понимаю, дрова. Не то, что мы вчера полили какие-то старые там непонятные дрова. Вот это дрова. Так у нас 3 чурок уже весь вечер горит, и только подложили. Ну да. Относительно очень классно. Все шикарно. Такие и в печку пойдут, вот вообще. Вот. Многие спрашивают, Андрюха, сколько брикетов выходит на печку. Вот топим вот именно вот такими, ребят, сушеные. Такими дровами. Это смоляк. Просто настолько он высох, то что я не знаю вообще сколько ему там времени дается. Это природа все сделала. Ну, в общем, труба 10, ребят, как минимум. Потому что 6, она все забьется. Тут реально смола, вот видите, газы идут. Синий, зеленый огонь. Все, время у нас 8, наверное. 9. 8, да. 9 часов. 9. Офигеть, блин, 1,5 часа закидывать. 1,5 часа закидывали. Все, ребят, ждем налима. Да.
Печка была, блин, вообще. Да, печка бы была. Было бы хорошо. Ну что ты? Доброй ночи, ребята. Экстренное включение. Мы, короче, замерзли, ребята. Смотрите, что с палаткой. Короче, съем с Илюхой. Не можем понять, что нам так холодно стало. По концу, ребят, где-то пятак минус. Не больше, блин. Но Плитка даже вон вся. занесли плитку, короче. Ёк-макарёк, вообще попадаем, братцы. Занесли коньяк, газ. Я вон забрал, ребят, с земли. Смотрите, он просто замерзший. Хотел поснимать вам, показать, что творится на столе. Там все кубарем. Сумка, она просто ком. Да вон видно по палатке, ребят. Видите, да я же показал сейчас. Вон, просто жесть. Был дождь и сразу мороз хапнул. Андрюк, трубу открой. Блядь, Трубу открой. вот это холод нафиг. Чтобы этот угар уходил газовый. Трубу-то сейчас откроем. Ну чё? Вон, можно вытяжку открыть. Где? Бля. О, смотри, потекло все. Оттаивать начинаем. Чё? Сейчас капать будет, блин. Пойдет. Да, вот Вообще. это попали, блин. В дубе, блядь. Доброе утро, ребята. Второе утро, второго дня. Проснулись, замерзли, вообще капец. Полночи бодались. Ну как полночи, во сколько мы легли? Часа в 2, наверное, ребят. Вчера рыбалки не было. Это походу вот за вот этого перелома погоды вообще не клювало. И решили мы спать лечь, отдыхать. Просыпаемся буквально через, не знаю, 2 часа, наверное. Как раз вот утро. И такой мороз. Просто мороз, вообще жесть. Замерзли мы вообще капитально, блин. Вот потом занесли плиточку. Немного разогрелись. Ну тоже час, наверное, еще. Поддались, маялись. В конце уснули. И уже утром стало солнышко, стало тепло. Дали немного поспать себе. Ну что, сейчас позавтракаем. Потихоньку будем собираться. Как-то так оно. Нормально отдохнули, классно. На закидушках рыбка, ребята. Засранец. Черный, ямочный. Черный, ямочный, мородяга. Ну-ка, стой. О, черныш такой. Стой. Сейчас попробуем тебя отпустить. Блин. Но походу не получится, ребята. Вообще. Черная расцветка. Где-то в ямах стоит. Он уходит потом. Вот, ребята, смотрите. Трофей. Воблерок нашел. Кого-то. Кольца, кстати, ребят, смотрите, видите? Как они были, как заводские, а крючки вон все сгонили. Крючки говно. Ну, недорого воблер, 100%. Это какая вода была? Закинул его сюда, блин. А, возьмем в копилочку. Вроде как живой вроде. Не знаю. Смотрю, сейчас лежит. Охренеть, ребят, смотрите. Ё-моё, блин. Это как так-то вообще? Жесть. Просто жесть. Я тут ничего не могу сказать. Смотрите, ребят.
Просто рвали, метали. Вообще труба, блин. Живет тут рыбка. Добротная. Живца ей нужно, походу. Да. Рыбка, ребята. Лещ. Красава. Прям красава. Да, лещ-то неплохой. Вообще неплохой лещик-то. Ну какой чертяга. Надо дробенчика хапнул. Нормально. Ну это утром походу вышли. Потому что ночью вчера не было поклевок. Что я скажу, ребята, замечательно. Рыба-то попадается. Каждая донка с какой-то рыбкой. Да, густерку вообще потрепали знатно. Порезы такие рваные, интересно, что за рыба, блин. Здесь вот хорошая яма. Мне кажется, что это даже судаковые порезы. Прям вот видно, клыки такие. И это, кстати, не первая, вот уже в прошлую ночь нам тоже попалась. Точнее, вы даже видели, да, ребята? На обед у нас уже яичница, макаротки, остатки, что есть. Короче, добили мы все. Но мы и брали с тем расчетом, то, что ехали на ночь, по сути. А тут вот получилось, что еще остались. Сейчас завтракаем, да убираемся уже. Донки смотали. Палатку сейчас уберем, дождь опять пошел. Зараза. Ну, короче, марафет наводим и айда до дома. Ну и все. Опачки. Да, без тебя бы замерзли, блин, теремочек. Так, ну что, ребят, по рыбке. По рыбке, я даже скажу, неплохо вообще. Накидали весь ассортимент. Щука, ясь, налим, окунь. Не знаю, килограмм. Да до хрена. Можно завесить. Так, ну что. Сейчас посмотрим, что получилось у нас. С Илюхой мы ложим в один котлован, а потом делим. Ну что я скажу, хорошая кучка, ребята. Пойдет всяко разно. Так, ребята, сейчас был, раскидали примерно. Ну, у нас что, одинаковые налимы там, плюс-минус там. Тут чуть покрупнее, там налим чуть покрупнее. Короче, в общем, одинаково. В целом, короче, ты сейчас отворачиваешься. Я ложу на одну из кучек, ну, допустим, пачку сигарет или зажигалку. И говорю, допустим, если зажигалка, кому рыба? Ты говоришь, себе или мне? Понял, да? Все, отворачивайся. Я ложу. Что ты положил? Так, в куче зажигалка. Это кому рыба? Тебе? Все. Вот это моя рыба, это твоя рыба. Вот зажигалку положу. Понял? Ну все, понял. Я думал, угадать надо будет. Типа с пачкой сигарет. Братцы, все собрались. Как обычно, за нами чисто. Еще даже красивее стало. Дров предыдущим рыбакам. Может, сами будем тут. В общем, все нормально, порядок. Загрузились, баркас полный. Рыбки половили, отдохнули. Тем более с Илюхой не виделись. Он был на югах, я был на севере. Что-то так разминулись. Первая рыбалочка у нас. Второй выход по налиму, ребят. Налим начинает клювать. Вытащили мы, выдернули. Пожарили рыбки, покушали, пообщались. Ну, в общем, вообще. Съели больше, чем поймали, короче. Вообще классно, ребята. Классно побалдели, отдохнули. Только так, ребята, и никак иначе. Все, погода портится, надо выезжать до дому. Говорим спасибо месту, с рыбкой. Да и в общем, вообще классно. Все было четко. Как, Илюха, настрой? Вообще нормально. Четко. Все, ребят, увидимся. Я думаю, скоро. Давайте, всем пока. Погнали. Все,